проект «Счастливый час» на главном телеканале Республики. Напоминаю, что мы работаем с понедельника по четверг и выходим ровно в 12:00. И в этой студии появляется Рашид Зиганов, профессор УГНТУ. Проходите, пожалуйста. Рашид Рахимович, присаживайтесь. Большое спасибо, что нашли время и пришли к нам. Вы заслуженный деятель искусств России и Республики Башкортостан. Ну, искусство, опять же, это великая традиция, я бы сказала, да, и через искусство тоже сохраняются из поколения в поколение какие-то посылы предков. Вот что вы скажете о семейных традициях, может быть, о культурных семейных традициях на сегодняшний день? Они утратили свою силу или все-таки передаются? Они, безусловно, не передаются, но в современном мире все-таки мир становится все более глобальным, культуры различных народов объединяются, особенно в крупных мегаполисах происходит такое бурное перемешивание различных традиций, что представить семейные, допустим, какие-то традиции определенного народа в городе сложно. Хотя и в городах продолжают хранить какие-то вот древние. Я специализируюсь в области башкирской культуры, и поэтому могу говорить только о, так сказать, по-настоящему только о культуре башкир. Да, башкир, вот коренного народа. Она сохраняется и не в глухих деревнях, а даже в довольно-таки крупных населенных пунктах. Все вот общеизвестные, можем почитать в интернете, что такое традиции семейные. Они, конечно же, наталкиваются, эти традиции, на проблемы, которые происходят исторические. Какие? Ну, прежде всего, это смена религиозных процессов. Вначале было тенгрианство, потом, значит, пришел ислам. Соответственно, с ним арабские традиции, их почему-то считают основными. Но мусульманская традиция, она также пришла. И также она потихонечку вытеснялась марксистско-ленинской религией, скажем так. Вот. Марксизм-ленинизм тоже отходит, как любое явление, общественное, историческое. Но традиции приспосабливаются ко всем этим процессам. И семья также. Вот традиция, допустим, моногамии. Тоже интересный вопрос. Она в большей степени европейского толка. На Востоке все зависело ведь по-другому. Зависело от материального положения. Да, и совершенно спокойно к этому относились. Мало того, женщинам было вполне комфортно. Да. И не секрет, что сейчас в современном мире, и даже не только на Востоке, где женщины носят хиджаб, это практикуется. И по слухам это есть и у нас в республике, в городе. По слухам. Вот, поэтому здесь большой вопрос. Традиции все-таки действительно восточные и традиции современные. Вот, европейские. Европейские, да. Может быть, даже, знаете, как наши этнические осовремененные, европеизированные. Как найти эту грань, где все-таки вот та правильная черта, где не переходя, скажем, в чрезмерное изменение традиций, сохранить семейные ценности? Но нет необходимости регламентировать эти процессы. Жизнь сама приводит. Человек выбирает. Современная молодежь более эмансипированы, особенно девушки. Они самостоятельные, их не сложно убедить в каких-то, так сказать, традициях. Я считаю, что это плюсы. Вообще считается, потеря традиции – это минус. Да. Но потеря традиции – это нахождение новых идей. И в глобальном мире, когда молодежь, интернет, общается в социальных сетях, ну, естественно, они видят, как живут люди в других странах. Они могут сравнивать. Они сравнивают такие вещи, как, например, ну, ведь традиции, которые были у башкир, ну, скажем так, до 17-го года, да, до 17-го года, они сохранились в других странах, и особенно высокоразвитых, как Арабские Эмираты или Катар, да, они вполне
комфортные. Расскажите об этих традициях, очень Да, интересно. в других странах ведь они сохранились, и можем... Вот если вы хотите представить, какие были традиции здесь, на территории Южного Урала, то нужно поехать в какую-нибудь из арабских стран, и мы поймем, что у нас неправильное представление, что ислам как бы ограничивает женщину. Да, женщины, вот я был несколько раз в Арабских Эмиратах, прекрасно изучал этот процесс, как специалист в области дизайна и быта, интерьера и передачи женских вот этих традиций в рукоделии, в кулинарии. Я обратил внимание на то, что они чувствуют себя более защищенными, более комфортными. А с нашей точки зрения, как-то так, допустим, 4 жены, а как они находят общий язык, но не понимают одного важнейшего момента. Это все абсолютно материально. Ведь и в Башкирии большинство браков были моногамные. Но это бедные люди. У тебя нет, скажем так, сил, у мужчины нет зарабатывать много, ты не можешь обеспечить счастливую жизнь одной женщины, о чем вообще можно с тобой разговаривать? И большинство женщин, которые могли выйти замуж за единственного и любимого, выходили за не единственного, но богатого, состоятельного и более, бережно к ней относящегося. Ну, послушайте, чем тогда отличается эта традиция от современной традиции, когда мужчина состоятельно имеет жену и несколько любовниц, и также их содержит? Вот, собственно говоря, это порицается обществом. Порицается, но это институт гражданского брака и дополнительных, любимых или возлюбленных, не будем говорить так вот грубо, любовница, возлюбленная, которая... Но опять же, все зависит от контекста и культуры. Которую прекрасно, ухаживают, содержат. Она чувствует себя комфортно, имеет автомобиль. Как в Арабских Эмиратах, это посмотрел. Ездит по золотой карте в золотых вагонах. Хоть ты 3-я жена, хоть 4-я. Имеешь собственный Роллс-Ройс и прекрасное содержание. Это ведь зависит, традиция во многом зависит от материального уровня государства. Вы думаете, она счастлива? Я смотрю в глаза, я не психолог, психолог у нас будет. Да, в третьей части нашей передачи. Но мне кажется, что они, счастливы, потому что это традиция. Они выросли в семье, где бабушка вела такой образ жизни, прабабушка, и все. И они не представляют другой жизни. Они даже не представляют, как вот у нас... Здесь живут женщины, иногда бывает их обижают мужья, они этого не понимают, как это так, обидел, ударил. Или женщины, которые работают 24 часа в сутки. Как это? Она может, не успевая отдыхать и спать. Она может выйти, допустим, на пенсию в 35 лет. Да? Она получает прекрасное содержание, она имеет все, я думаю, что она счастлива. А когда тебе приходится класть шпалы, извиняюсь, или выполнять работу за мужчину, традиция традициями, а вот, как называется, общее ощущение комфорта не все же измеряется материально. Я знаю. Эти психологические рассказы, конечно, нам говорят смело в рай в шалаше, что не все измеряется в деньгах, но современные молодые люди, я люблю разговаривать, и я так понимаю, что они реалисты. Если есть достаток, если есть все условия и уважение, и почтение, и красивое ухаживание, девушки выбирают все-таки этот путь. Иногда даже наши едут и выходят замуж в Эмиратах. Но другое дело, что они не могут встроиться иногда в ту систему. В силу того, что воспитание и традиции здесь моногамия. Да. Но современное общество, оно как-то очень извращено, может быть, потому что зачастую я знаю примеры, когда женщина содержит несколько молодых людей, и, собственно говоря, это та же самая семья, но в обратном контексте. Да. Здесь вопрос нравственности, вопрос традиций и действительно вопрос, наверное, культуры. Что на сегодняшний день у нас в республике, скажем, в среднестатистических семьях, где нет многоженства, все-таки сохранилось из тех традиций, которые были до 2017 года? Я думаю, что прежде всего стремятся сохранить
традиции кулинарного искусства, изготовления различных продуктов. Вот в древности из поколения в поколение передавались особые биологические закваски. Допустим, для приготовления катак, там, айран. Это же не просто, это какие-то бактериальные среды, которые являлись частью традиции семьи и рода. Сейчас, конечно, мы можем расшифровать, как это все выглядело. Там, допустим, какие-то, значит, кисломолочные стрептококи, какие-то, ну, я не знаю, там... Лактобифидобактерии. Да, вот это все. Но ведь это же было... Зачем мы теперь приняли то, что у нас было, мы потеряли, с европейской? Ведь скорее было бы правильнее сохранять свои вот эти вот знаменитые напитки, знаменитые молочные коктейли. Это все передавалось, но порвалась традиция. Не по нашей, скажем так, вине. Там было несколько факторов. Фактор вот революции, изменения. Я очень отрицательно, в принципе, отношусь к этому процессу, который очень много полезного уничтожил. Это вот, вы знаете, наверное, и так называемое раскулачивание. Вот, да, было много процессов, которые оправдывали социальные пользы, но принесли непоправимый вред культуре и семейным традициям. Кстати говоря, очень интересно, потому что те же самые закваски, которые с поколения в поколение, как вы говорите, передавались, были частью биологической субстанции всей семьи, в том числе микробиоты семьи, которая должна была правильно восстанавливаться. Это замечательно. Это, кстати говоря, это же здоровье, иммунитет и долголетие. Дорогие друзья, о том, как влияют традиции на здоровье и, самое главное, на психологическое здоровье, мы поговорим в третьей части нашей передачи. Не переключайтесь. Сейчас являются еще молодыми, потому что сейчас женщина там в 30, 40, 50 лет, она в принципе полна силы и энергии, мужчины тоже. И говорить о том, что раньше было лучше, чем сейчас, я считаю, что это передергивание фактов. Нет, мы не говорим, что было лучше, нам все-таки интересно понять, вот те традиции, которые были, способны ли они сделать счастливее современных людей? Я думаю, что на смену старых традиций должны приходить новые. И если говорить именно о научном подходе, то научный подход, он больше исследует, что происходит с обществом. И один из ключевых моментов можно констатировать точно так же, что старая традиционная семья, она на сегодняшний день не выдерживает натиска тех изменений, которые происходят. И на смену нее через какое-то время придет другой формат жизни людей. Ну, это будет в любом случае, потому что всегда происходит смена форматов, постоянно происходят какие-то изменения. И вследствие этого рождаются какие-то новые идеи, новые институты сосуществования людей, потому что, например, семейные психологи еще в 70-х годах в Европе говорили о том, что институт семьи, он в принципе угасает. Он угасает, уходит на второй план, потому что личности становятся более независимые. И как раз говорилось в передаче о том, что материальный фактор был раньше на передовых позициях, и в некоторых странах так и остается. То есть есть страны, в которых сохраняется, например, патриархат, да? Но на сегодняшний день это уже не имеет такого большого значения, потому что женщины зачастую зарабатывают намного больше, чем мужчины, и это тоже факт, и даже в нашей стране. Поэтому выходит на первый план, наверное, немного другое. Ну, и вот как раз те традиции, которые были, они могут, естественно, какие-то древние традиции, например, башкир, их нужно изучать. В любом случае нужно изучать ту культуру, которая была, потому что любой народ, он силен именно культурой. Если говорить, например, о том, как можно взаимодействовать, наверное, надо возрождать вот эти вот старые традиции, потому что ради этого, например, европейцы могут приезжать к нам. А им интересно знакомиться с другими этническими сообществами. Но это скорее говорит о музейных
каких-то вот постановках, восстановлениях, а мы говорим сейчас о семейных Не совсем традициях. так, потому что наблюдать только за тем, что находится в музее под стеклом, это одно. А когда мы видим жизнь какого-то определенного сообщества, например, деревни какой-то в Ургазинском районе, это совсем другое. То есть как раз за этим люди едут, за настоящим, а не за тем, что находится в пробирке, в колбе или еще где-то. Да. Рустем, вот смотрите, вы правильно совершенно подметили, да, это классная мысль, она мне очень понравилась, позвольте ее повторить, что мир очень меняется, и мы сейчас в эпоху еще диджитализации уходим вообще в другое совершенно измерение, в интернет-пространство, и очень много статей, что в Европе, в Штатах люди уже практически забыли, как жить в реальности, и они живут вот в этом интернет-мире, и там у них и виртуальные друзья, виртуальные питомцы, и все-все-все, собственно говоря, они живут... мужья, дети и все остальное. Виртуальные мужья и дети. И сейчас, кстати говоря, процветает индустрия. Я с удивлением узнала, что это одна из тоже самых таких больших стартапов, один из самых больших стартапов производства кукол обоих полов, которые имеют искусственный интеллект, собственно говоря, там где-то вот находятся рядом, не мешают и выполняют все самые необходимые функции, в том числе беседы, диалог, подстраиваясь под тип общения с человеком. Да, это гораздо удобнее, конечно, чем другой живой человек. Но это пока на Западе. У нас такого нет. Кто-то говорит, что это разложение общества, кто-то говорит, что это эволюция. Все-таки, и опять же, да, почему мы задумали идею этой передачи, была все-таки мысль, что традиции семейные, они могут вот это все слегка скорректировать и вернуть возможность семьям собираться вместе, как-то вспоминать друг о друге, а не так, как в эпоху глобализации все разлетелись, забыли друг о друге и, в общем-то, забыли, что такое общение и взаимная любовь. Во-первых, наверное, надо исследовать те возможности, которые предоставляет нам на сегодняшний день общество. И второй момент, если одни традиции умирают, то какие будут возрождаться? Дело в том, что все поколения друг про друга говорили одно и то же. Греческие философы говорили о том, что поколение уже прошлое, вернее, будущее поколение, молодежь, оно деградировало, оно занимает разложение общества. И Вольтер, и все остальные великие мыслители, они все время писали об одном и том же, что следующее поколение за ними, оно какое-то не такое, оно непонятное. Это, наверное, больше проблема отцов и детей, потому что, наверное, когда пройдет 50 лет, и те детки, которые сейчас бегают под стол пешком, они, наверное, будут говорить про следующее поколение то же самое. Боже мой, что же с нами происходит, куда движется общество, опять наступает апокалипсис. Я все-таки сторонник другой теории о том, что мир, он многогранен, и он предоставляет большое количество возможностей. Вопрос, будем мы этим пользоваться или нет, и будем мы сидеть и страдать, что какие-то традиции умерли. То есть, если традиции, они сильные и вечные, то они, наверное, будут сохраняться, переходить как ценности дальше и дальше. И они найдут себе путь, как реализоваться даже в нынешнем глобализированном обществе. Единственное, я против мистики однозначно, потому что я все-таки сторонник научного подхода, и мне непонятно, как в 21 веке у нас до сих пор живы вот эти вот мистические традиции о том, что можно посмотреть или пообщаться с какими-то древними духами, и это дает какой-то результат. Потому что все исследования научные доказывают, что по большей части это шарлатанство. Ну, это шоу реально. Так нельзя. Дело в том, что мистика, на самом деле, это область просто не изученная до сих пор. Вот изучать ее, наверное, надо, а вот в прямом смысле пользы семье это, к сожалению, не несет. Когда-то считалось, что электричество – это мистика. Да. Потом мы пользуемся им. Да. Сейчас это тоже наука. Да, это часть психологии, кстати. Нет, резко, категорично нельзя. Нет понятия вот наука и не наука. Да. Есть, конечно, негативные явления, но мистика там, где нет процесса, анализа, изучения. Пока не изучено. То, что невозможно посчитать. И как раз то, что... Нет, биоэнергетика, работа нейронов. Да. К нему, когда приходят, 13-17 лет не могли забеременеть. И потом люди рожают. За несколько лет работы с этим человеком, я не буду афишировать это имя, 27 деток.
Отлично. Ну, чародей это И слишком, по большей это вы уже части- так по большей Ну, части это я их всё так можно- называю, эзотерики, экстрасенсы. За пределами науки, Да, всякое чародейство. Во-первых, это можно объяснить тем, что женская психика, она достаточно тонка. И при определенном воздействии и внушении автоматически снимаются определенные Срабатываются. блокады, которые присутствуют на сегодняшний день в обществе. И вообще деторождение – это реально большая проблема, потому что... Психологи этого не могут сделать 13-17 лет. Могут, но образование должно быть другого уровня. У нас немножко проблем. Обыкновенный экстрасенс это может сделать. У меня, Либо это у меня- располагает? Нет, у меня Случайно точно такие талантливый же человек. факты, Это я бы назвал это. случаи Случайно присутствовали, талантливый. когда мои клиентки точно так же беременели. Это факты. И дело в том, что здесь никакой экстрасенсорики или чародейства нет. Здесь есть чистая наука, которая используется, но которая подается под вуалью мистики. Есть так называемый эффект плацебо, да, когда исследовали, например, влияние таблеток, и как только изменяется отношение врача к пациенту, у него наступает процесс выздоровления. Кроме того, есть процесс самовнушения, когда человек избавляется от проблемы, когда ему сказали: все, ты свободен, я с тебя снял порчу. Да, это Рустем, я вам удивительное более явление. того скажу, Да. я как типичная женщина, но современно абсолютно с научным складом ума, из семьи, где там мама и папа профессора, поэтому, естественно, ни о какой мистике речи нет. Но когда что-то случается, когда опускаются руки, так хочется верить в волшебство. Вы даже не представляете. Вот, да. Самое главное, это наше стремление, несмотря на то, что у нас наука развита, мы можем объяснить очень многие явления. Мы верим в волшебство и хотим получить какую-то соломинку, которая нас спасет. Так волшебство и случается, поверьте моему слову. Нет, если считать статистику, в большинстве случаев волшебства не случается, и люди расстраиваются от этого. Дело в том, что это математика. Из 1000 людей, которые пришли, помощь получают единицы. И чаще всего это те люди, которые глубоко поверили, что им помогут. 90% никакой помощи от экстрасенсов получить не могут и никогда не получат. Рустем, эта тема очень сложная, так как у нас есть доказательная медицина и недоказательная. Да. Поэтому оставим мистику, эзотерику, как тот маленький мирок, к которому Это можно не маленький, обратиться. это целый бизнес по изъятию денег у населения. К которому люди А обращаются. психология это не бизнес? Ну, психология тоже бизнес, но она основывается на научных подходах. Друзья, и на проверяемых эта тема неисчерпаема, Неисчерпаема, и, да. к У нас вроде как сожалению, традиция. да, ответов на эту тему мы не найдем, как бы мы ни хотели, потому что многие бьются над этими вопросами. Или все-таки прошлое должно остаться в прошлом, а мы идем вперед? Я думаю, что стоит. Сохранять для У нас чего же и были как? руки Нет, труда. идет непрерывная Давайте. эволюция. Вот в чем дело. Идет непрерывная эволюция, ее не остановить. Она меняется, она глобальна. Ну, что против, что называется, эволюции ветра никак. Да. Никак. Весь мир. Но в что мы одном сохраним? мы можем отстать. Вот что очень важно. Мы, сохраняя свои традиции или сохраняя какие-то вот свои Закрытое внутренние... общество. Да, закрытое общество всегда. Оно немножко, вначале оно стабилизируется вроде, а потом оно деградирует. Это законы эволюции. Ну, в интернете есть ролики, где по остановке в какой-то европейской стране идет дедушка на вот таких каблуках, в майке декольтированной, и, в общем-то, там внизу подпись «Гнилой Запад». То есть, с другой стороны, да, многие адепты сохранения традиций говорят, что, идя по пути вот этой эволюции, мы придем к Неправда. другой деградации. Эволюция – это сложный процесс. Безусловно, у него есть завихрение. Но если мы будем только наблюдать за этим, но есть ведь мейнстрим, то есть одно общее направление для всех. Вот вы говорите, там немцы, что не отличаются традиции семейные. Посмотришь в башкирских деревнях, также абсолютно сидят, как немцы, на лавочке, и вот так вместе они все это делают. Ну, У всех народов этот процесс, с одной стороны, сохраняется, а с другой непрерывная эволюция. Я Непрерывно меняется. Слушаю вас, вспоминаю своего учителя Вадима Фатхиевича Сафина. Это мой один из первых профессоров психологии, на которого я непосредственно учился. Да, на самом деле у каждой нации есть свои традиции. Здесь же вопрос в
в чем? Что нам это дает в конечном счете? Какой результат мы хотим получить? Если говорить о деятельности вышивания там, крючком или еще чем-то, на самом деле это позволяет сохранять мозги. И это связано с мелкой моторикой, потому что интеллект находится на кончиках пальцев. Да, да. Если мы занимаемся там, выкладыванием, что-то делаем руками, то автоматически мы еще и развиваем свою лобную долю. Это уже давно доказано в нейропсихологии, и как раз сейчас новые течения в нейропсихологии, они активно пытаются внедрить развитие мозга через мелкую моторику. Да это опять-таки экономический процесс. Если Да. ты половина вещей делаешь сам своими руками, то, соответственно, бюджет семьи и семейные Меньше. ценности увеличиваются Сохраняется. значительно. Если же тебе приходится тратиться на такие простые вещи, как, я не знаю, ну, починить там кран, я не знаю, сделать интерьер, значит, своей комнаты или детской комнаты, так где основа? Это еще и ценится. Я думаю, что помимо экономической составляющей, которая тоже, безусловно, важна, есть еще и одна крайне важная вещь. Это все-таки традиция как точка сбора семьи. Потому что сейчас мы каждый идем в своем направлении, собираемся и слушаем друг друга, разговариваем крайне редко. Дорогие друзья, я надеюсь, что ваши семейные традиции сохранены. А если нет, то подумайте, как создать новые. Мы будем ждать вас в понедельник, а «Счастливый час о здоровье» в четверг. До свидания.